Самые главные темы и интересные факты. В эфире «Актуальное интервью». Я Андрей Погорелов. Компания «Алроса» совершенствует действующую экологическую систему. Политика открытости – одна из основных приоритетов в работе. О некоторых итогах деятельности алмазодобывающей компании в 2019 году в сфере экологии, интересных проектах и задачах. На этот год мы поговорим с главным экологом «Алросы» Полиной Анисимовой. Полина Сергеевна, здравствуйте. Давайте начнем беседу с того, вообще, какие основные природоохранные мероприятия были проведены в прошлом году. Здравствуйте, Андрей. Природоохранные мероприятия компания «Алроса» реализует по всем экологическим аспектам, но чтобы мы понимали, это различные направления. Это и охрана водных ресурсов, и охрана почвы, и растительный животный мир, и сохранение климата, и охрана атмосферного воздуха. Одним из, наверное, значимых проектов, которые компания реализовала в 2019 году, и эти переходящие проекты как с 2018 года, так и уходящие на 2020, мы, наверное, можем отнести охрану поверхностных водных источников. То есть у нас на обогатительных фабриках компании внедряются так называемые системы оборотного водоснабжения и системы сгущения хвостов. Это позволяет не только сократить объем водозабора, то есть забор свежей воды из поверхностных источников, но и в том числе сократить массу сбрасываемых загрязненных сточных вод или загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты. То, что касается вопросов по обращению с отходами, компания в 2019 году начала реализацию такого долгосрочного проекта, как вовлечение отходов во вторичный производственный процесс. То есть это то, о чем на сегодняшний момент очень повсеместно, я бы так сказала, говорят не только в России, но и вообще в мировом сообществе. Мы отрабатываем существующие действующие отходы, такие как, например, резинотехнические изделия, с получением потом повторной продукции. Либо самостоятельно, либо с привлечением сторонних организаций. Собственно, об объеме средств хотелось бы поговорить. Сколько денег было выделено на эти цели? Вопросы финансирования всегда очень важны и остро стоят на повестке дня. Насколько, я бы, может быть, даже перефразировал, насколько достаточно было этих средств для решения этих целей, которые были заложены на 2019 год? Вы знаете, формат достаточности, наверное, здесь не обсуждается, потому что все, что связано с экологической безопасностью, «Алроса» никогда не считает деньги, назовем, наверное, это так. То есть на 2019 год было запланировано порядка 5 миллиардов 891 миллион рублей. По состоянию на сегодняшний момент мы еще не подвели итоги финансового года, но мы можем говорить о том, что эти деньги не только были все израсходованы по целевому назначению, но даже превысили тот бюджет, который изначально был запланирован. Осенью в СМИ обсуждалась та новость о том, что глава республики сын Николаев, и как раз-таки заместитель генерального директора «Алросы», они в реку Вилюй выпустили ценные породы мальков. Как они сейчас прижились, как идет мониторинг, скажем так, их жизнедеятельности? Прижились они хорошо и замечательно. Конечно, это один из тоже проектов, которые компания совместно с республикой и где-то в одностороннем порядке точно так же реализовывала в течение 2019 года. И у нас достаточно амбициозные планы и на 2020 год. На сегодняшний момент вопрос, касающийся поддержания и восстановления биологических ресурсов именно в акваториях Республики Саха-Якутия, стоит достаточно остро. И мы совместно с предприятиями республики, с правительством работаем в этом направлении. То есть мы расширяем перечень акваторий, который возможен непосредственно к зарыблению. Мы отрабатываем с местными заводами разнообразие биологическое, которое возможно потом к дальнейшему выпуску. И осетры 2019 года, это был, скажем так, первая ласточка, первый флагман. На 2020 год у нас, повторюсь, опять достаточно амбициозные планы, аналогично по повторному выпуску осетров. То есть и впервые в Якутии мы будем выпускать чира. Собственно, я хотел спросить, будет ли продолжен проект? Вы уже сказали, что он на год, не на один год вперед Да, Андрей, прошу прощения, наверное, сработало немного на опережение, но это действительно очень важные злободневные темы. Здесь идет и масштабное финансирование, и масштабные научно-исследовательские работы для как раз проведения водно-биологического обоснования возможности непосредственно зарыбления той или иной акватории. Поэтому мы стараемся, конечно, работать на опережение. Но стоит ли сейчас говорить о заводнении других рек, озер Якутии, тоже какими-то ценными мальками? Конечно, и опять же это все уходит в перспективу 2020 года и далее. К сожалению, на сегодняшний момент все, что связано с вопросами зарыбления, регламентировано законодательством Российской Федерации. Поэтому просто так, даже если мы с вами захотим проявить
какие-то альтруистические посылы, мы не сможем это сделать. Для этого и как раз выполняется водно-биологическое, то есть обоснование при привлечении специализированных институтов, которые проводят экспедиции, определяют, какие акватории возможны к зарыблению и какими видами водных биологических ресурсов возможно это исполнение. Потом формируются планы. Как раз на сегодняшний момент идет формирование плана на 20-22 года, который будет потом представлен Росрыболовством. Это основное представительство, которое регулирует все вопросы, связанные с водными биологическими ресурсами. Исходя из этого, компания уже в прошлом году как раз и начала привлекать специализированные институты для возможности выполнения вот этих биологических обоснований. Для того, чтобы уже в план текущего периода, планового периода, можно было расширить существующие акватории. Мгм. Ну, Полина Сергеевна, несмотря на то, что вы сказали, что компания в целом как бы не особо, скажем так, смотрит в сторону финансов, да, в сфере экологии, да, то есть какие-то пределы не ставит, да, перед собой определенные рамки, но все же, насколько это затратный, скажем так, проект и трудоемкий, вот именно касаемо как раз-таки зарыбления? Ну, если мы говорим о каком-то порядке цифр, то, например, на примере 2019 года компания затратила порядка 10 миллионов рублей только на проведение работ непосредственно по самому зарыблению, а несколько миллионов рублей ушло на проведение как раз научно-исследовательских работ. Ну и мы понимаем, что параллельно идут затраты, связанные с организационными аспектами, то есть это выделение вертолетной техники, вездеходной техники, моторной техники. Ну, трудности наверняка тоже есть какие-то определенные. Ну, конечно, мы же с вами находимся в достаточно сложных климатических условиях, в сложных транспортных условиях. Логистика, к сожалению, присутствует не во всех регионах, а в некоторые особенно удаленные участки можно добраться только по воде, а в этом году природа нам подала несколько сюрпризов, вода была очень низкая, но Алроса справилась со всеми теми поставленными задачами, которые были намечены и озвучены непосредственно у главы республики. К сожалению, хотелось бы задать вот такой вопрос. Вот все, что делается, это, конечно, к лучшему, да, но есть и та доля людей, которые занимаются браконьерством. Вот эту тему как-то обсуждали в компании? Конечно, здесь мы работаем не в одностороннем порядке, да, а мы здесь работаем в тесной связке, можно сказать, почти в тандеме с дирекцией биологического разнообразия, которая существует непосредственно при Министерстве экологии. Мы с ними осуществляем совместные рейды. Со своей стороны компания в обязательном порядке на отдаленных месторождениях, на участках, на каких-то профильных трассах везде устанавливает шлагбаумы для того, чтобы, ну, как минимум, хотя бы ограничить возможность проезда какой-то крупной техники. В том числе мы имеем действующее соглашение с дирекцией биологического разнообразия по поддержанию их с финансовой стороны. На те средства, которые Алроса выделила в 2019 году, были приобретены там снегоходы, то есть там моторные, там лодки, моторы отдельные, да, то есть амуниция и так далее. И мы получили очень полезный такой отчет, то есть со стороны дирекции, что в результате рейдовых мероприятий были пресечены значительное количество именно браконьеров, которые работают не только без лицензии, а которые просто варварским способом осуществляют забой животных. Ну, вообще проект зарыбления, он тесно связан с реализацией трехлетней программы комплексных научных исследований экологии и здоровья населения Вилюйской группы районов. Вообще, как будет реализовываться вот этот проект? Собственно? Ну, если мы говорим о комплексной программе исследований, то, наверное, зарыбление – это одна из составных частей, потому что на реализацию данной программы запланирована не только значительная сумма денег, да, но и выбраны определенные приоритетные по состоянию на сегодня направления. Это, безусловно, экологическая обстановка, все, что связано с акваториями Вилюй и Марха, то есть это по Вилюйской группе УСУ. Вторая тема, которая на сегодняшний момент является очень важной, это состояние здоровья, то есть проведение медико-биологических исследований, то есть скрининг непосредственно населения, которое проживает в этой группе УСУ. И третья тема, которая является, наверное, больше такой стратегической, мы бы ее так обозвали, это поиск альтернативных источников, касающихся водопотребления. А как вообще будут использованы вот эти вот итоги, полученные как раз-таки в результате вот всех исследований? Для принятия управленческих решений. Нам для того, чтобы на сегодняшний момент выбрать единственный верный и правильный путь, необходимо иметь некую платформу, базу данных. То есть, исходя из этого, то есть в рамках этой программы как раз и будут привлечены независимые специализированные институты, которые проведут масштабные исследования, то есть включая отбор проб по всем средам. То есть будут отобраны пробы по воде, по поверхностной, включая мелкие озера, ручьи, протоки, даже те, которые пересыхающие. Будут отобраны донные отложения, да, потому что они являются, ну, как бы
бы неким таким маркером, показателем, а что же, то есть, происходит с течением определенного времени. Будет отобрана там растительность по береговой линии. Все эти показатели, то есть качественные, они дадут возможность определить, по какому направлению необходимо двигаться. То есть либо мы работаем по системе там локальных каких-то монтажа локальных очистных сооружений, либо мы все-таки действительно переходим к альтернативным источникам и подземной, то есть добыче подземных вод для оснащения удаленных улусов, которые на сегодняшний момент, к сожалению, не имеют такой возможности, то есть именно чистой, качественной питьевой водой. А на каком этапе сейчас находится программа в целом, да, и когда можно будет подводить какие-то первые такие, масштабные, может быть, результаты? Вы знаете, в одностороннем порядке компания не работает, потому что данная программа, это был только первичный этап. На основании данной программы было заключено и подписано соглашение между правительством Республики Саха-Якутия, акционерной компанией «Алроса» и некоммерческим фондом будущих поколений, где все там итоговые решения принимаются исключительно только комиссионно. Комиссию создает непосредственно само правительство республики. Мы выступаем некими, как инвесторами, да, то есть мы финансируем это направление, но при этом точно так же принимаем и другие посиленную там помощь или какое-то участие. Часто говорить о совместной работе, о том, что это невозможно в одиночку все это делать, это понятно, да? А вот насколько налажено, наверное, взаимоотношения, взаимопонимание между компанией и муниципалитетами, главами, скажем так? На сегодняшний момент, по крайней мере, все, что касается вопросов экологии, экологической безопасности, охраны окружающей среды, то есть мы говорим об не только устойчивом сотрудничестве, да, мы говорим о плодотворном сотрудничестве, о показании взаимопомощи и взаимоподдержки. Это абсолютно рабочие ситуации и интересы, когда формат закона и бизнеса находят одно единственное решение, которое направлено именно на благополучие не только окружающей среды, да, но и самого человека. Валентина Сергеевна, большое спасибо вам за участие в нашей передаче. Я напомню, что об итогах природоохранной деятельности алмазодобывающей компании «Алроса» в сфере экологии в 2012 году и об интересных проектах на этот год мы сегодня поговорили с главным экологом компании Полиной Анисимовой. Не переключайтесь, оставайтесь на нашем канале.